Здравствуйте, в эфире новости, в студии Василий Раченко и главное к этому часу. Дополнительные места для больных коронавирусом развернут в Якутии. Судьбу жителей аварийного дома по улице Кальвица в Якутске решат на комиссии по ЧС. В рамках Дня защиты животных в Алданском приюте провели День открытых дверей. Многие вернулись домой с четвероногими друзьями. В Якутии развернут дополнительно более 100 койко-мест из-за роста числа заражений коронавируса. Также в регионе увеличили число операторов и волонтеров из-за многочисленных обращений местных жителей в диспетчерскую службу городских поликлиник. В пресс-службе главы региона сообщили, что сегодня в течение дня в городских стационарах Якутска для резерва планируется дополнительное открытие 120 койко-мест. Напомним, прирост за последние сутки составил 94 человека, более 50% из которых приходятся на столицу. Лекарства в России будут исследовать по требованиям Евразийского экономического союза. Ранее их устанавливал российский Минздрав. Изменения необходимы, поскольку правом Евразийского экономического союза предусмотрены нормы, определяющие порядок проведения таких исследований. При этом те нормы включают указание необходимых документов и материалов. Напомним, что ранее в силу вступили поправки, ужесточающие ответственность за продажу немаркированных медпрепаратов. Любые экстренные службы в России можно будет вызвать по номеру 112. Такой законопроект депутаты планируют рассмотреть на пленарном заседании Госдумы в осеннюю сессию. Законодательная инициатива направлена на снижение ущерба и потерь при ЧС и других происшествиях в регионах. Помимо этого, предусматривается разграничение полномочий при эксплуатации системы 112 между федеральными, региональными и местными властями, а также организациями, участвующими в ее создании и эксплуатации. В августе на совещании Кабмина премьер-министр Михаил Мишустин заявил о запуске единого номера для вызова экстренных служб по всей стране в 2021 году. Алроса приступила к изучению новой кимберлитовой трубки в Мирнинском районе. Ее тело обнаружено под озером Мутное в 12 километрах от поселка Айхал. Сообщается, что для наиболее точной оценки его размеров специалисты используют методику электротомографии. Это технология электроразведки с высокой разрешающей способностью, которая позволяет использовать алгоритмы двухмерного и трехмерного моделирования. Благодаря ей сокращаются объемы трудоемкого и затратного разведочного бурения при выполнении геологических изысканий и, соответственно, сроки и бюджет поисковых работ. По прогнозам Алроса, предварительная оценка ресурсов будет подготовлена в течение лета 2021 года. Также в 2021 году в Якутии планируют запустить креативный кластер для развития экономики. Главная задача – оказать мультипликативный эффект на всю несырьевую экономику региона. Проект «Квартал труда» в Якутии позволит создать крупнейшее на Дальнем Востоке творческое пространство и заработает для всех желающих заниматься в сфере креативной индустрии. Проект попал в акселератор агентства стратегических инициатив, 100 городских лидеров, и в течение 6 месяцев эксперты агентства помогали в подготовке оптимальной бизнес-модели, консультировали и оказывали поддержку в разработке кластера. А уже в этом месяце, 24 октября, планируется официально открыть дорогу регионального значения Кобяй. Сейчас работы находятся на завершающей стадии. Цель проекта – организовать круглогодичный проезд, соединяя два района – Кобяйский и Горный. Трасса обеспечивает транспортную доступность к федеральной дороге Вилюй и является одним из приоритетных направлений для дальнейшей организации более эффективных торгово-экономических связей. Дорога ведет к месторождениям бурого и каменного угля, золота и серебра, свинца, цинка и так далее. На протяжении 2 последних лет строительство трассы шло благодаря национальному проекту. На месте работают несколько подрядных организаций. В рамках национального проекта «Безопасной качественной автомобильной дороги» переходящий объект 19-20 год, финансирование федеральное, мост и строительство автомобильной дороги самой Кобяй, да, это получается 16 километров в этом году, в 2020 году сдача. Основной генподрядчик у нас получается дороги Саха. Это и по мосту, и по дороге. И там субподрядные организации на сегодняшний день работают ООО «Кобяйдерстрой», ООО «Мирдерстрой» и дороги Олекма.
Судьба жителей аварийного дома по улице Кальвица в Якутске решится на собрании комиссии ЧС. Об этом сообщили представители окружной администрации города. Напомним, ранее кровля одной из квартир обрушилась. Пострадала и сама крыша здания. К счастью, обошлось без жертв. Тем временем жильцов все еще не переселили. Как признается хозяйка пострадавшей квартиры, сейчас ей временно приходится проживать у родственников. Более того, со слов собственников, порядка 40 лет в здании не проводился капитальный ремонт, не проходил и мониторинг за состоянием кровли и опорных конструкций. В свою очередь, специалисты утверждают, до происшествия дом не был признан аварийным и не состоял в очереди на снос. Комиссия в составе службы эксплуатации городского хозяйства, управления ГОЧС, департамента жилищных отношений, управы и тоже управляющей компании. Мы составили акт осмотра, акт обследования, да, и будем выносить на КЧС. Дом у нас 59-го года постройки. Будем выносить его на КЧС. В четверг состоится, и там уже конкретно будут приняты решения. Но мы будем ставить вопрос о расселении или проведении аварийно-восстановительных работ. Я живу 45 лет в этом доме. Здесь вообще никто и никогда ни одного гвоздя никто не забивал. Ну, вы видели сами, какие у нас коридор. Без окон, без дверей. Все своими силами. Двери сами чиним, крылечко все сами своими силами ремонтируем. Все соседи, кто что может. 5 учителей столицы региона стали победителями конкурса по присуждению премии России за достижения в педагогической деятельности. В эти минуты проходит церемония награждения. С нами на прямой связи Юлия Михайлова. Юлия, здравствуй. Кто стал обладателями наград? Да, Василий, здравствуй. В эти минуты началось награждение лучших педагогов столицы. Да, как ты сказал, 5 педагогов действительно удостоены высокой награды Российской Федерации. И сегодня несколько педагогов также в столице будут им вручены награды «Почетный работник образования и просвещения Российской Федерации». Также очень много педагогов будут удостоены и других высоких наград республики и города Якутска. Хочется сказать, что в профессиональный праздник педагоги отмечают праздник вместе и с награжденными. По системе Zoom подключилось сейчас порядка 500 педагогов. Для них организован небольшой концерт, ну и поздравления от властей города. Рядом со мной стоит одна из награждаемых сегодня. Это отличник образования Российской Федерации Марианна Кузьмина. Она социальный работник, стаж работы 44 года. И о своей любимой работе расскажет наш спикер. Я после окончания института в 1981 году пришла работать в школу по направлению управления образования города Якутска. И с тех пор работаю. Мне нравится моя профессия тем, что счастливые глаза, детские глаза, радость родителей, благодарность. И несмотря на то, что дети, наши школьники, выпускаются, проходят, после обучения, уходят во взрослую жизнь, но не всегда все равно возвращаются к нам. И очень приятно, когда приводят своих детей и с радостью также и делятся по жизни радостями. И по первой специальности я учитель начальных классов, а далее уже социальным педагогом работаю. Работая социальным педагогом, приходится встречать очень много, в наше время различные дети с различными трудными жизненными ситуациями. И учитель, конечно, всегда в этом является помощником и помогаем. И очень приятно, когда в этот день, когда получаешь уже звонки, поступают поздравления от бывших учеников, которые уже стали взрослыми и привели своих детей. И хочется, конечно, вспомнить же в этот день своих учителей. Наверное, любой учитель, тот, кто стал учителем, для него был в жизни пример. И я очень рада тому, что у меня были очень хорошие преподаватели, учителя, которые вложили в меня такую любовь к этой профессии. И я нисколько не жалею, что я стала учителем. И поздравляю всех с наступающим, с праздником. Всем счастья, здоровья и благодарных родителей и прилежных учеников.
Спасибо большое, Марьяна Алексеевна. Поздравляем вас с праздником. Но хочется еще отметить, что сейчас в данное время очно работает 10 школ столицы. Вообще в целом в столичном образовании обучается почти 50 тысяч учеников. И вот ближайшие планы управления образования на ближайшую неделю открыть очное обучение для учеников 5, 9, 11 классов еще в ряде школ. 56 детских садов в данное время также открыты, и педагоги работают с детьми. В планах это 30% только дошколят посещают в данное время детские сады, но в планах управления образования также постараться открыть детские сады для других детей. Василий. Награждение педагогов осветила моя коллега Юлия Михайлова. Юлия, спасибо. В рамках Дня защиты животных, который прошел накануне, в Алданском приюте для собак был объявлен День открытых дверей. Желающих нашлось немало, благодаря чему некоторые собаки обрели семьи. В настоящее время пункт передержки работает по новому законодательству. Чем это оборачивается для приютов, узнала Татьяна Вахнина. В приюте «Надежда» оживленно и шумно-радостно. Дети самозабвенно возятся со щенками. Собачки постарше отправились на выгул, как полагается, на поводках. Гости приходят, как водится, с подарками и угощениями. Есть собаки, которые боятся, но, в принципе, каждая собака подпустила к себе, и каждая желает подвести хозяина. Столь массовый прием гостей в пункте передержки прошел впервые. День открытых дверей был объявлен в рамках Дня защиты животных, который отмечается 4 октября. Как показывает жизнь, человек, побывавший в приюте однажды, в будущем придет сюда снова. Даже не для того, чтобы взять себе нового друга, они уже приобретают один раз себе товарища. И просто потом приходят, посещают, чтобы помочь другим животным. Кого-то приводят своих друзей, чтобы кого-то еще пристроить. Когда в «Надежду» пожаловали первые гости, семьи обрели сразу несколько малышей. Некоторые собачки отправятся в новые дома в ближайшее время. Даже присмотрела одного щенка, поэтому в скором времени, я думаю, заберу его к себе. Сейчас в пункте передержки содержатся более 60 собак. Некоторых, как вот этого той-терьерчика, сдали в приют прежние хозяева. Малютка в каждом госте готова видеть того единственного друга, который не предаст. Большинство же собак попали в «Надежду» с улицы. Поступает много. К сожалению, сейчас у нас мест нету, очень большое количество их, и собаки идут и идут. Согласно новому законодательству, пролеченные и стерилизованные собаки, не представляющие для человека опасности, отпускаются на улицы. Этого песика сотрудники сейчас зовут выпускником. Чипированный кобелек в ближайшие дни отправится на вольные хлеба. По новому закону мы их отпускаем, их чипируем, ставим бирки на ушки. Это с желтыми бирками, если собака по городу бегает, вы не боитесь, собака стерилизована, привита. Скоро в «Надежде» начнется большое строительство. Пока животные расселяются в вольеры, в корпусе содержатся только щенки и короткошерстные собаки. Теплый бокс будет возведен для всех четвероногих. Там будут отдельные также вольеры, они будут теплые, а возле мы организуем летнюю выгульную площадку. Ожидается, что строительство займет пару месяцев, и декабрьские морозы собачкам будут не страшны. Татьяна Вахнина, Алдан. Это вся информация к данному часу. До встречи в следующем.